Добро пожаловать в Fashion Star. На самом деле, выбор темы насилия в семье более всего опирался на то, что статистика после пандемии, она стала хуже. То есть ежегодно мы пытаемся выбирать именно острые такие темы, которые очень важны именно для женщин, так как это мероприятие все-таки в основе своей женское. В этом году дресс-код у нас белый цвет. Несмотря на то, что по сравнению с красным цветом белый не кажется таким сложным, но все равно нужно иметь определенные знания, чтобы его стильно и красиво сочетать. Я со своей командой сделала как раз вот этот гайд по белому цвету. Были как раз сочетания, да, как его легко сочетать, как его легко внедрить. В этом году насилие в семье, я очень надеюсь, что эта тема дойдет до сердец, не в том плане, что мы хотим поймать какой-то хайп или еще что-то. Основной упор делается на то, чтобы женщины знали, что если такое происходит в их жизни, что не нужно терпеть, бояться, их на самом деле услышат, им помогут. И есть вот социальный дом, да, «Колыбель», который как раз сегодня будет нашим гостем, они могут даже забрать из районов, если девушки не могут выбраться, выехать, могут выделить 30 часов нянь, да, чтобы заняться документами, еще что-то. Это не просто сбежать, да, где-то поселиться, но это абсолютно разносторонняя помощь, и я надеюсь, что это задаст свою волну. Образ как-то пришел в голову внезапно. Хотелось что-то минималистичное, но при этом чтобы запоминалось. Сейчас выделиться очень трудно. У меня есть своя студия Никаха. Я отшиваю платья под заказ, по собственному дизайну. Женщина должна ходить покрытой. И это признать определенный дресс-код. Я считаю, такие мероприятия очень здорово, что проводятся. Я поддерживаю мусульманских дизайнеров, мусульманскую моду. Мне очень нравятся покрытые девушки, женственные платья, цветы. Это моя любимая дизайнер Зарина Бабаджанова. Мы сегодня хотели как раз запустить акцию, чтобы девушки анонимно или не анонимно могли делиться своими историями, если такое с ними происходило. И, возможно, об этом как-то рассказать, прочитать.